Возможность помогать людям и быть полезным обществу. Сегодня первокурсников медфака знакомят с деятельностью волонтеров-медиков. Волонтерская помощь в медорганизациях, санитарно-профилактическое просвещение, обучение первой помощи, популяризация донорства и ЗОЖ. Координаторы презентуют студентам свои направления деятельности. Мы обучаем население первой помощи в любых критических ситуациях, например, дорожно-транспортное происшествие, если есть ожоги, что угодно, любое чрезвычайное происшествие, которое требует необходимого оказания первой помощи, именно правильной первой помощи. Мы и занимаемся именно этим. Хадижа Чинеева интересовалась добровольчеством еще со школы, да и медиком она решила стать только потому, что хотела помогать окружающим. Сейчас мне попалась возможность получить ответы на все свои вопросы. Мне хорошо объяснили, нам рассказали про несколько направлений. Мне понравилось направление оказания первой медицинской помощи. И если получится, я обязательно туда вступлю. Набраться опыта и получить дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. У каждого свои мотивы при вступлении в добровольческую организацию. Практика, она куда больше закрепляет знания, нежели чем теория. И то время, которое мы можем уделить волонтерству, оно оправдывается нашей практикой в больнице, допустим. У меня, конечно, безусловно, есть желание помогать людям, вести активный образ жизни, участвовать в этом во всем. И, естественно, для меня в этом есть достаточно много плюсов. Желание стать медиком у меня появилось еще с самой начальной школы. Я всегда хотела стать врачом в белом халате и помогать людям. А стать волонтером я хотела со дня моего поступления. Я узнала всю новую информацию, как стать им и к чему это приведет, то есть результаты. И мне очень понравилось, меня это заинтересовало. Этакие бойцы невидимого фронта. Всероссийское движение «Волонтеры-медики» – крупнейшая добровольческая организация в сфере здравоохранения не только в России, но и в Европе. Движение объединяет более 120 тысяч человек по всей стране. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров получают около 4 миллионов человек. Региональное отделение появилось в 2018-м. На сегодняшний день в Ингушетии насчитывается около 500 волонтеров. Все общественные мероприятия, такие как 9 мая и все приуроченные к всемирным акциям, в них мы тоже участвуем. Насчет помощи в медорганизациях хочу сказать, что наши волонтеры-медики именно в разгар коронавирусной инфекции себя очень хорошо проявили, работали. Не хочу, чтобы такое повторялось, однако, если будет больница опять нуждаться в волонтерах, то мы готовы предоставить студентов, у которых есть сертификаты. Учеба в университете только началась, а значит, у ребят достаточно времени, чтобы определить для себя, хотят они быть в числе добровольцев или нет. Тамара Хашагульгова, Магомед Тарсигов, Новости 24.